Форуму «Перезагрузка», проводимый в течение последней пятилетки, с этого года зажил новой жизнью. Под свое крыло энергофорум взял Владимир Путин, и теперь список участников дискуссии на главной энергетической площадке страны самый представительный. Сегодня тут в гостях и президент Венесуэлы. На форуме у Республики Татарстан единая выставочная площадка. Внимание посетителей привлекает вот этот светящийся куб, как реклама компании, которая изготавливает осветительные приборы любого размера. Но что важно, питаются они всегда от одного источника питания. Одновременно на энергетическом форуме профильные компании Татарстана представили свои прорывные проекты. Например, вот этот от Нижнекамскнефтехим. Речь о производстве пластиков. Сотрудники предприятия с удовольствием говорят о его энергоэффективности. То есть доля энергозатрат в себестоимости пластиков составляет 1,35%. Это очень низкая доля. Представлены на стенде республики и другие предприятия группы компаний «Таиф» и проекты «Татнефть» и компании «Татэнерго». Форум посвящен энергоэффективности и теме конкурентности в сфере в ближайшем будущем. Об экономии только уже времени говорит и вице-премьер Аркадий Дворкович, открывая панельное заседание. Речь об оперативных задачах и перспективах для правительства. Взять простой пример – шинную продукцию. У нас неплохие шинные заводы в России, но значительная часть сырья – это все равно зарубежные компоненты. У нас есть четкий план действий. Это сигнал для рынка о том, каковы приоритеты правительства и что мы будем поддерживать. О том, что в Татарстане также есть своя стратегия развития энергетического и нефтегазового комплекса, говорит Рустам Минниханов. Президента Татарстана просит обозначить точки роста в сфере для республики. Важность сегодняшнего диалога для себя президент Татарстана подчеркивает, делая фото для своих соцсетей. Мы построили самый современный завод, который построен в городе Нижнекамск-Станека. И уже в ближайшее время будем запускать следующую установку на 6 миллионов тонн. В целом республика будет перерабатывать не менее 23 миллионов тонн нефти. И у группы компаний «Таиф» еще большая задача запустить комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. То есть у нас глубина будет 98%. Собравшиеся не удержались и спросили Рустама Минниханова, как республика умудряется находить столько хороших и долговечных партнеров. Президент Татарстана пошутил: мы стараемся быть надежными и держать свое слово, а людям это нравится. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва.